Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Ребят, всем салам алейкум, рад вас всех приветствовать. Вы на канале Демижан Про Такси, где все о работе в сфере такси. Сегодня мы подробно разберем, как работает приоритет для водителей. Да-да, именно тот, за которым гонится большинство водителей в надежде заработать миллионы. А также, как на самом деле влияет оклейка автомобиля, статусы, рейтинг, год автомобиля на раздачу заказов и заработок водителя. Имеет ли это все хоть какой-нибудь здравый смысл или это очередная пыль в глаза водителям? Рекомендую досмотреть данный ролик до конца, чтобы понять, как это работает на самом деле. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Ну, с вами Демижан, и по традиции мы начинаем! Ребят, в данное время идет большое количество разговоров о системе приоритетов, о количестве баллов, которые нужны для большого заработка и различных мифов, связанных с этим. Но чтобы с этим разобраться, нужно понимать, что в Яндексе большой набор алгоритмов, которые по определенным критериям и определенным образом распределяют заказы. Внутри системы приоритета заложено очень много факторов, исходя из которых в дальнейшем алгоритм понимает правильное распределение заказов. Сами по себе баллы приоритета — это лишь показательные баллы для водителей в таксометре, а на самом деле весь приоритет и все возможные его настройки находятся в незримом для водителя поле, которое мы сейчас с вами рассмотрим. Так что поехали! Брендинг автомобиля – это самое основное, что может повлиять на увеличение вашего заработка. Суть проста. Ваш автомобиль – носитель рекламы, и вы должны ездить в большое скопление людей, чтобы светить рекламной наклейкой. А это в основном торговые центры, сети ресторанов, аэропорты. Яндексу не интересно вас отправлять на окраину города. В случае, если есть два автомобиля и один заказ на окраину города, Яндекс предпочтительнее отдаст заказ не брендированной машине. Автомобиль с брендом действительно получит больше заказов по городу, чем автомобили без бренда. Потому что водителей нужно мотивировать, чтобы они возили его бренд. Теперь затронем рейтинг и как он влияет на приоритет. Многие водители гонятся за рейтингом, абсолютно не понимая, зачем он нужен. Также и с пассажирами. Многие не понимают, для чего у пассажира есть рейтинг. Рейтинг пассажира нужен для того, чтобы в системе поставить галочку. Дополнительный критерий в алгоритме распределения заказов. Водители, которые ставят плохую оценку одному и тому же пассажиру, делают большое дело. Пассажиры с низким рейтингом приобретают определенный статус в распределении заказов. Таким пассажирам чаще будет попадаться автомобиль без бренда, так как с этим пассажиром может возникнуть конфликт, и в очередной раз пассажир может зафиксировать водителя на телефон. А если на видео попадает автомобиль с брендом Яндекса, это будет удар по репутации Яндекса. Если же это произойдет с автомобилем без бренда и не будет озвучено слово Яндекс, он выиграет в этой ситуации на том, что у него в алгоритме заложен и этот пункт тоже. Система подбирает заказы не только по приоритету и внутренним требованиям самой системы, которые мы озвучили в примере с рейтингом пассажира, но и еще сама пытается повлиять на ваш заработок. А именно третьей частью в распределении заказов является такой параметр, как средний заработок в час, который изначально был скрыт от водителя, но сейчас его видит каждый водитель в своем приложении. У брендированных автомобилей средний заработок в час должен быть чуть больше, чем у небрендированных. Исходя из этого, Яндекс рассчитывает, сколько должен заработать водитель в час и какие заказы ему подбирать. Он это может делать как подбором заказов с коэффициентами или без. Также может подбирать заказы с дальней подачи или ближней подачи, чтобы средний заработок в час выходил к тем значениям, которые изначально заложены в самом Яндексе. Затронем также статус водителя: бронза, серебро, золото или платина. Яндекс косвенным образом понимает, насколько водитель заинтересован в заработке. Чем выше статус, тем больше заказов. Это действительно так. При этом эффективно это работает в совокупности с предыдущими пунктами. Яндексу интересно поддерживать заработок тех водителей, для которых это является основным источником дохода, чем поддерживать тех, кто, вероятнее, уже завтра не будет работать в такси. А те, кто выкатывают по сей день золото или платину, Яндекс снабжает их заказами, чтобы удерживать в системе и поддерживает их заработок. Многие задавались вопросом, влияет ли год автомобиля на приоритет при распределении заказов. Да, действительно, год выпуска автомобиля учитывается дополнительно системой, и Яндексу предпочтительно отправить к пассажиру новенький автомобиль, учитывая при этом все вышеперечисленные критерии. Теперь вы знаете информацию о системе приоритетов Яндекс.Такси, что она устроена многофакторно и достаточно сложна. Однако каждый фактор имеет определенный свой вес в распределении заказов, а стоит ли гнаться за баллами приоритета или нет, решать исключительно вам. На этом у меня все. До скорых встреч. С вами Демижан. Не забываем лайк. Всем пока-пока.